оказывать сопротивление врагу наравне со взрослыми. В основном это были ваши ровесники, представляете? То есть они испытывали все тяготы наравне со взрослыми и сражались как взрослые. В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии прошла лекция о детях, которые проявили мужество и героизм в борьбе с фашизмом. Наравне со взрослыми они терпели лишения, защищали, стреляли, попадали в плен, жертвуя собственными жизнями и здоровьем. Представляете, устроили такое зверское, как сказать, выступление показательное. Они кидали детям конфеты на землю, шоколадные леденцы. И детишки кидались к этим конфетам, и фашисты кирзовыми сапогами пытались давить детям руки, пальцы сломать, наступали, представляете? С 1941 по 1945 годы в военных действиях принимали участие несколько десятков тысяч несовершеннолетних детей. Сыновья полка, пионеры, деревенские мальчишки и девчонки и ребята из городов. Учащиеся узнали о подвигах ребят, о том, как они помогали взрослым на фронте и в тылу, рискуя своей жизнью ради победы. Это уж هذا كادو قام إخينتون دو قام بردينتون دخناخو أمبروخ أخشر ديست شدال توم ستا عندنا تبيرج قامخ كينخ باقنخ جواخلو إزاي تغنس وص حاجة جمده هاسون إكر جوا از دقلت سارزينا برتنو يا خش يجري توي قشي شي دينا حيقرتو نمتشت تعالوا جاه ما أترويت ده دخنخ بوابي أبتو حتى زت أخ تنام شحالة تجوا فتحت ياس خلوني نيتو صوتها حلقة يني ترس что дыга охтунху уже дыглят раз. На этом семинаре я узнала много чего интересного о Великой Отечественной войне, о детях, погибших на войне. Но также неоднократно мы говорим о войне в школах, дома. Но именно на этом семинаре я узнала много чего интересного о том, что не знала ранее. Дети Великой Отечественной так называют на сегодняшний день наших бабушек и дедушек, которые знают о событиях 40-х не понаслышке. Это реальные истории их жизни. Этим ребятам приходилось трудно. Они были лишены игр и забав. Пришлось узнать, что такое голод, холод, смерть и страдания. Лекция была посвящена детям-героям войны, которые внесли свой неоценимый вклад в нашу великую победу. Наша молодежь и вообще подрастающее поколение должны воспитываться на патриотических темах, так как патриотизм – это неиссякаемое поле для размышления. Мы, конечно, все растем духовно, морально, физически и должны никогда не забывать свою историю. Наша страна отмечает круглую дату 80-летия Великой Победы, и все мероприятия, которые у нас проводятся в музее, в основном они приурочены к этой знаменательной дате. Пригласили детей с общеобразовательных учреждений, это города Сунжи и сельское поселение Ридант, прочитали для них лекцию, прочитала лекцию известная у нас в музее искусствовед Анна Булах. Тематика эта была тоже приурочена к Великой Победе, именно касаемо, как дети воевали во время Великой Отечественной войны. Организация подобных мероприятий для учащихся позволяет глубже понять и осознать вклад, который внесли юные участники войны в общую победу. Мадина Богатырева, Акрам Адасхоев, Магаз 24.